Ребятки, всем привет. Я как пару дней, ребят, вернулся с поездки. Вот. И все, ребят, сразу этот, знаете, в первую очередь мне охота было в лес махануть. Даже не на рыбалку, от рыбалки отхожу. В большей степени от дороги. От всего происходящего тяжко, ребят. Ну, нормально добрался, все хорошо. Супруга встретила, все отлично. Вчера баньки попарились, Иван Лун, праздник, ну, по коме. Вот, вениками свеженькими. Все на крышу забросили. Ну, традиция такая, ребят. Кому интересно, почитайте. Вот, и все, банька, ребят, лечит. Ну, думаю, в лес гоняю. У нас, ребят, третье половодье, река опять в подъеме. Это просто, я даже не знаю, как назвать. Жесть. Ну, что делать? Ну, в лес съезжу, думаю, погуляю, развеюсь. Лес, ребята, я очень обожаю по лесу ходить. Правда, сейчас не сезон, июль месяц. Жара, комарье. 7 июля, ребят. Вот. Как бы осенью, да. Осенью и ягодки, и прохлада, и грибочки. Мои любимые боровики. Ну, не суть, ребят. Заезжаю я по дороге. И стоят 2 боровичка. Я их только так, ну, сорвал. Не срезал, ничего не смотрел, червивые, не червивые. Ну, ничего себе, красавчики стоят. А планово шел как бы в другой бор. Посмотреть, ну, пособирать красноголовики. Они вроде как есть. Думаю, блин, боровички. Ну ладно, думаю, тогда мы пройдемся, ребят, по беломошничку. По этому бору, где растут конкретно только боровые белые. Я думаю, если на дорожке выскочили, то, возможно, и в бору тоже есть. Не факт, конечно, но сейчас посмотрим. Пройдусь так вдоль. Если найду еще 1-2, то посмотрим. Если нет, то поедем за красными. Так, возможно, просто выскочили на дороге. Так что давайте, ребят, погуляем, пособираем, посмотрим, что-нибудь поищем. Июль месяц, я в шоке. Собираем грибы. Где такое видано? Дожди, ребят, херачат. Ну и понятно, и тепло. Так-то еще до грибов 1,5 месяца. Какой 1,5-2? Должна быть засуха, жарище. А тут боровики растут. Охренеть. Что творится с погодой? Ладно, погнали, ребятки. Не знаю, пока, ребята, особо ничего не наблюдаю. Сыроежки вижу. Боровик. Да ну, ребята. Точно. Точно так. Боровичок, ребят. О, какой хорошенький. Ху-ху-ху-ху. Боровики. Мои вы боровики. Я обожаю этот гриб. А там что, еще что ли один? А, нет, все. Пока глаз еще не набит, ребят, надо пристреляться. Фу, ребят, сегодня я с корзинкой, с водичкой. Я сегодня, ребят, готов. Прям готов. А, комары. Только остановился, и комары сразу погнали. Так. Ну что, ребят, нашел. Сейчас побрызгаюсь быстренько. Спрашивали, кстати, чем пользуюсь, ребята, аэрозоль всем в одном. Нравится мне. Как бы такой
Не знаю. Так, первые вот эти. Чистенький. Дома-то понятно, еще будем проверять. Нормальный. И вот наш красавец, ребята. Сейчас я его сфоткаю. Боровички. Да, июль месяц, охренеть. Это похоже на, ребят. Немножко похоже на. Ну что, класс? Класс, класс, класс. Кто давно на канале, ребята, наблюдает за моей тихой охотой, ну и понимаю, да, что боровики, ребят, это самый у меня такой важный гриб, ценный. Очень нравится собирать, в первую очередь, вкусный. Вот, ну и дорогой тоже, да. У нас, понятно, здесь копейки, ребят. Там дальше вот Москва, не Москва. Там стоят они, конечно, денег. А где они есть, что они там есть? Так, ну я не сказал, что они попадаются. Вот я уже сколько прошел. Вот. Возможно, это так только, ребят, чуть-чуть крапального. Но для июля месяца это, конечно, ужас. Я считаю. Ну, походим, что? Я вот лучше 10 штук таких найду, чем пойду корзину красноголовиков собирать, ребят. А красноголовики есть, я знаю. Я когда уезжал, они начали только выходить. Вот. И сейчас прошло 9 дней, 10. Вот. Они вот массово растут, дожди идут. Вчера дождь лил. Позавчера. В общем, день через день дожди, ребята. Вот так вот. Сейчас погуляю по своим заветным закуточкам. Поскочу, посмотрю. 10 штучек боровичков найдем. Во! Свежих пожарим. Понятно, что в морозилке есть, ребят. Еще запасы. Я сейчас в Москву возил там пакетов 5, наверное, замороженных. На рыбалке ели. Красота. А тут свежие. Свежие всегда интереснее, правильно? Душновато, конечно, гулять, но пока утро, вот еще терпимо. Дальше будет хуже. Ладно. Идем, смотрим. Спустился в низину, ребят. Думаю, тут низинкой пройду. И срезы, кажется, есть. Кто-то ходил, ребят, собирал. Смотрите, дядька какой стоит. Фух. Боровик. Дядька боровик. Охренеть. Твердый, но, наверное, червивый. Ну, тут низинки. Я вот так и хочу сейчас низинкой пройти. Свежие, я срезы видел, ребят, свежие. Ходили вчера, сегодня, может. Я не особо рано поехал. 77 Рус. Москва зовет собой. Да не жужжи, ты жужжишь. Жужжера, ты жужжера. Смотрите, какой гигант, ребят. Ну да, червивый. Давай, батя, делай гребницу. Красиво. Короче, к большим можно не подходить даже, ребят. Тепло стоит. Понятно, что червивые. А вот осенью, когда холодно, когда заморозки, такие еще могут даже быть чистые, ребят. Килограммовые. Вообще легко. Так, ну это уже большой. Это уже получается ему
денька 4. Значит, уже 4 дня назад уже был выход. Значит, есть смысл погулять, ребят. Вообще пойдет. Зашел на пятачину, ребят, такую. Ну, это уже я так проверяю такие свои закуточки. Блин, срезы стоят, реально. Есть срезы. Тут ходили. Так что не один я такой ушлый. Проверяем, смотрим. Ну че, понятное дело. На самом деле, ребят, я недалеко от деревни. Мы в лесу живем. О, есть, походу. Да, каравайка. Погрызанный уже. Погрызанный белый. Его уже покушали, ребят, видали? Понятно, я его трогать не буду. Пускай его доедают. И черви, и барандучки, белки. Вот за лосей не знаю, ребят. Хотя, наверное, они тоже едят. Но вот олени питаются. Точно знаю, что олени питаются белыми грибами. Дикие. Лось, скорее всего, тоже хаванет, наверное. Что нет? Лось, наверное, хаванет тоже, что нет. Ну, там же мухоморы же они едят, они чистятся же. Как бы мухомор для них лечебный гриб. Олени точно знаю, что едят. Так, ладно. Повнимательнее, ребят. Там что у нас? Там у нас поганка, да? Глаз еще такой, ребят, знаете, не набитый. Не могу я подпривыкнуть. Вы там, если что, подсказываете тоже. Вон стоит, ребят, видали? Тоже большой. Под елочками спрятался тут. Большеватый. Наверное, червивый. Вот так даже мы его посмотрим. Да. А нам надо маленький. А вон еще, ребята. Еще боровичок. А там еще один. О! А, маленькая птичка вон она, ребят. Этот, скорее всего, тоже большой. А там два маленьких. Да, его не будем трогать. А там два малыша. Вон они, ребята. Вот она. Рыба моей мечты. Вот она. Ха-ха. Там еще, ребят, стоит. Опа. Толстоногий. В мху нога огромная. Очень много мяса. Чистый. Очень много мяса, ребят, в мху. И срезать вот так, это не целесообразно. Много мяса оставить можно под этим, под мхом. Ну, если я имею в виду вот так резать. Хотя вот этот мягковатый. Да, этот червивый, ну сразу чувствуется. Вот недалеко еще один стоит. А вон еще один, ребята. Видали? Какая движуха. Да. 70%, наверное, червивых будет. Тут что у нас? Ну, видите, зашел в нехоженное место. А, так это мой. Ё-моё. Закрутился я. Ну, по идее, так и нужно крутиться, ребят. Смотреть, проверять. Так, ладно, пока я его сорвал. Сейчас найдем. Еще и обработаем. Я обычно так и делаю. Вон еще стоит, ребят. 2-3 собираю. Да, выход боровика. Самый настоящий. Блин, они уже крупные.
Они уже крупные. Чистенький, ну как, относительно. А твердый, так-то по идее. Нога хожена. Ну да. Блин, как в сказке, ребят. Смотрите. Огромный стоит. Дядька Боровик. Огромный. Сосна свежая упала, кстати. В этом году попадали деревья. И вот полянка. Смотрите, 2 штуки. А, друзья. Вот этот красавец. Смотрите, какой. Такие обожаю. И вот еще один. Вообще бомба. Так сразу присматривать. Вот на одном месте, грубо говоря. Вот нетронутое место. Пожалуйста. Красавец, да, ребята? Вообще. Чистый. Продвигаемся дальше. Вот здесь, видать, никто не ходил в этом углу. Вон стоят. Там дядька Боровой. Тут 2. И вот они прям еще тут 2. Вот этот поеденный. Да. А вот этот хороший. Ребята, вот этот прям классный. О, вот это наш, ребята. Красавчик. Боровичок. Крипницу так немножко прикрываю. Отлично. Да, ребята, в июле месяце белые грибы. Где это видно, да? Люди на пляжах валяются, от жары должны сдыхать. По лесу хожу, боровиков собираю. Ну да. Это, конечно, ну хоть грибы. Рыбалки пока нет. Не знаю, лето вообще. Дети не купались еще даже. Но зато грибы. Зато грибочки есть. Так, ладно. Двигаемся дальше. Сдалека увидел, ребята. Шляпка стоит. Он уже тоже большой. Подходить даже нет смысла. Подходить даже нет смысла, ребят. Еще вот один, да? Какой-то такой выцвел. Вот боровичок, ребят. Все как полагается. Такой червивый, наверное. Жарковато, душно, ребят. Дожди идут и воздух заряженный. Блин, вообще ненавижу такую погоду. Когда вот эта духота. По грибам уже в этом сезоне, ребят, ролика 3 у меня было. И в каждом ролике я говорю, срезать, там, выкручивать. Все равно пишут и пишут. В основном женщины. Я так заметил, что вот женщины. И вот все пишут, что ты неправильно собираешь. Я там бабушка, мне 65 лет. Ты молодой кабанчик и не понимаешь. Ребят, грибы я собираю вот с такого возраста. Не знаю, как себя помню, наверное. И мы постоянно выкручивали. Постоянно.
И как пишут, что расти их не будет. Да вот они, ребят. Я каждый год хожу вот здесь по своим маленьким барочкам. Они растут и растут. Если у вас есть возможность посмотреть ролик в интернете, тогда, ребята, зайдите и посмотрите, как правильно собирать грибы. Вот забейте просто для себя. Может, для вас что-то будет, как-то доказательство, что ли. Там же ученые доказали, что не важно, как грибы собирать. Кто-то пишет, что срезать нельзя. Корешок, вот эта грибница гниет, и грибница вся сгнивает. Это все чепуха. Что ты срываешь, грибницу портишь. Это тоже все чепуха. Я оторвал там долю сантиметров грибницы, а она, ребят, сеяна не знаю, метражами, десятками метража. Так что все это, ребята, чушь собачья. Гриб, он растет. Растет очень быстро. Так что так. Так что он не сгнивает и ничего ему не делается. Ладно, подхожу, ребят, точки такой интересной. По-любому так, ребят, давайте в онлайне попробуем зайти. Здесь тоже край бора получается. Дорожка туда уходит, старая. И вот бывает, я сюда захожу, смотрю. Потому что, ну, когда вот сезон грибов идет, людей много, конкурентов. Он стоит, ребят. Они в основном ходят по бору. А вот такие закидочки, они бывают выручают. Твердо, ребята. О, хороший, наверное, будет. Ладно, пока так. В онлайне смотрим. Тоже подсказывайте, ребят. Невозможно все увидеть, просмотреть. Все равно оставляешь. И, как говорится, все грибы не собрать. Как ни крути. Так. Что, один только что ли здесь? Это у нас поганочка, да? Один, походу. Ну ладно. Один так один. Сейчас выйдем и тут еще посмотрим. Видите, дорожка старая уходит. Там поля вроде уже. Не знаю, я туда не ходил по той дороге. Примерно понимаю, что на речку можно выйти. А так хрен знает. Не нужна мне эта дорога. Я чисто вот тут край цепляю. И все. Да, слышно мотор. Мотор лодочный идет. Говорю, на речку можно выскочить. Так. Такс, ребятки. Такс. Давай еще. В онлайне ничего. В онлайне. В онлайне. Грибочек. Выходи. Лесочек, лесочек. Дай нам грибочек. В онлайне нету, да? Ну ладно. Он вроде стоит, ребята. Да, мотор рычит. Полянка такая. 2 штучки, ребят. Вот вам онлайн. 3 штучки нашли. Красота, красота. С поездки приехал, еще не побрился. Не лицо, я имею в виду голову, ребят, голову брою. Уже давным-давно. Так, сначала этот. Так. Ну, ножки понятно. Ножки все кожаные. Вот чистый. Зря только так срезал. Ну ладно. Это какой-то мягкий, ребят. Походу хана ему. Да. Понятно, дома, наверное, еще выбросится много. Стоит бродяга. Бродяжной. Хороший. Мощный. Да, осенью, ребят, вот это уже корзину бы наполнили.
осенью бы уже корзинку поднабили. Чего бы нет. Спрашивают, типа, как ориентируешься в лесу, компас там или что-то, навигатор. Не, ребят, здесь просто с рождения хожу, вот и знаю, как бы, ну, все здесь знаю, ребят, каждую тропинку. Вот. Понятно, что если куда-то в незнакомое место, там, если кто-то приедет, я сюда заведу, конечно, человек может заплутать. Потому что Бару тоже однотипно. Ты вот вроде пошел, ну, ориентир вот туда идет, думаешь. Гриб нашел, остановился, крутанулся, и уже у тебя может направление сбиться, ребятки. Ты как будто думаешь, что туда идешь. Уже угол изменен. Нашел еще один гриб, еще изменил, допустим, и все. И уже пошел не туда. Супругу вот таскаю, сколько тоже лет уже. Вот, я останавливаюсь, я говорю, Ларис, что, куда нам идти? Она говорит, туда. Я говорю, нет, туда. Ну, у кого дар, допустим, есть, в лесу ориентируется. Ну вот, по солнцу, там не по солнцу как-то определяет. Ладно, у нас гриб, ребят. Да, жалко, конечно, червивый. Сразу чувствовалось мягкий. Дядька богатырь, мягенький. И уже вот, ребят, черничка, смотрите, поспевает. Немножко, конечно, но уже есть. Сладенькая уже. Слышал, что морожка вышла. Морожку надо съездить собрать. Какие, ребят, компоты с морожки. Ух, вы бы знали. Надо вот съездить. Ну, все по сезону, ребят. Ягодки собираем. Не так много для себя. Вареница. Ну, даже сейчас угощаю немного, ребят. Кого-нибудь приезжают. Баночку дашь. А так с оладушками, знаете, ребят, как вареница заходит свое. Ни один джем не сравнится, ни одна сгущенка. Сейчас сгущенки-то толковой нету. О. А вот вареница свое, это свое. Да, все свое, ребят, сами знаете, что. Не мне вам рассказывать. Хорошо, хорошо. Ну, бывает, он прилетает. Ну, походу, прилетают. Красноголовики стоят, ребят, на окраине. Ну, подосиновики. Вот раз. Малышок. А там вот вроде второй. Ну, два братика выскочили. Так-то обычно здесь не должны они расти. В основном боровики. О, какие красавцы. Ладно. За ними ехать другое надо место. Сегодня так по боровикам хочу походить. Ну, раз уже стоят, думают, забери, говорит, Андрюха, нас. Я говорю, ну давай, поехали, что, домой. Так, ребят. Вот они чистые, видите. Вот они, да, чистенькие. Это уже похоженный. Жара. Водичку попить, тормознул. Душно. Душновато, блин. Как-то так. Хорошо в лесу, ребят. Очень хорошо. Фух. Сколько время-то? Вот, 9 утра, ребят, уже все. Дышать не надо было пораньше выехать. В 9 уже выезжать надо было. Сейчас на градусов 25 уже, наверное.
2,4. Так, ладно, сейчас вот тут заканчиваю. Центряк пройду. Перейду дорогу и пройду там одно место. Блин, там мое тоже любимое место. Везде любимые места, ребята. Любимые, но и не мои, ребята. Это инцидент на рыбалочке, да, помните? Они мои любимые, они мои... Мне можно их называть моими, но это не конкретно мои места. Это общее. Сейчас такой период, ребят. Вот этот ягель, мох сам по себе, да, он как губка. Он так и выглядит, как губка. Вот, он и впитывает влагу. И, соответственно, растут грибы под этой влагой. Но в данный момент они очень-очень сухие и загораются моментально. Не знаю, на окраине вот здесь что-то красноголовки какие-то, ребят. Он третий уже, да, уже стоит тут. Иди, давай в корзинку. Потом почистим тебя. Так что очень-очень аккуратно, ребят. Сейчас с сигаретами. Всеми этими делами. У нас бор горел одно время. Так что пожары — это страшная тема, ребят. В наше время и так уже остается только радоваться луне и солнцу восходу. Потому что, блядь, сами видите, что творится. Еще и вот как-то тут навредить неохота. Боровик, ребят, впереди. Ух, мощный. Сочный. Смотрите, какой, ребят, красавец. Ух, дядька какой. Боровик. О, какой. Повырезаем дома что-нибудь. Вышел в центр, ребята. Стоит боровичок. Молоденький. Вот-вот. Вот такой вот очередной. Вот такой малыш. Да. Ну, блин. Жара, ребят, и... Ну, понятно, что черви не дремлят. Так, ребят, я перешел. Новая локация. Локация небольшая. Гнилым пахнет. Но какие здесь красавцы растут, ребята. Осенью килограммовые. На самом деле вот такая нога. Такая же шляпка, как неваляшка круглый. И реально вот, ну, чуть ли не килограммовые грибы, ребят. Чистые, свежие. Сейчас посмотрим. Найдем мы здесь килограммового, нет? Естественно, он будет уже червивый, но... Так. Интересно, ребята, интересно. Нога побаливает. Похрамываю маленько. Неудачно спрыгнул с поезда, ну, с лавки. Со шконки, короче. И этот оступился. Блин. Похрамываю сейчас. Вроде так прекращалось. Вот сейчас походил маленько, опять начало болеть. Хреново, блин. Так, ладно. Поперли. На удивление, ребят, здесь их нет. Вот вам и пример. С той стороны ходил. Есть. Стоило перейти немножко, там 500 метров. Все. Ни одного не вижу. Хотя место, я говорю, локация крутая. Ну, по осени.
Так, ладно. Ладно. Сейчас я тут крутанусь быстро. В ту сторону схожу. Там в одно местечко. Если нет, переедем. Переедем в другое. Тут так-то у меня мест много, по идее, хватает. Тем более я на мотоцикле. Пешком, да. А на мотоцикле что, бам-бам, переехал. И уже в другой локации ходишь. Вот тут обычно стоят красавцы. А нету. Нету, ребята. Ладно. Ноги не забиваем. Быстро делаем. Тем более хромая нога у меня, блин. Так, ребят, сделал переход ради вот этого места. Место небольшое. Сейчас посмотрим. Не знаю. Будут тут, не будут. Чисто ради вот этого места я сюда шел, ребят. Сейчас тут посмотрю и... Вот такая полянка небольшая. И по сезону здесь всегда, ребята, здесь всегда были. Ну, блин, удивительно. С той стороны есть. С этой стороны нету. Вот вам, пожалуйста. Ну, стоит, ребят, что. Ждет на полянке меня. Очень сильно пахнет гнильем. Еще, наверное, где-то большие. Вот такой. Пока его сюда. Так, топаем дальше. На полянке стоит. Один или два, или три. Ага, здесь вот отрезал уже. Все понятно. О, походу один. Ну, так грибы собираются, ребят, правильно? Копейка рубль бережет. Один тут, один там, и все. Смотришь, корзинки-то наполнилась. Ну да. Ладно. Даже так круто. Ножки все в хлам, шляпки вот так местами. Ну не знаю, ребят, тут повырезаю там что-нибудь на жареху-то, наверное, соскребем. Блин, душно. Нога начала троить, блин. Сейчас, наверное, я краем пройду вот так дорогой до мотоцикла и хочу там съездить в один аппендицит. Посмотрим там, ребят. Ой. Хоть воду взял. Тяжелый воздух такой заряженный. Дышится тяжело, влажность. Я у водов вон сколько повылетало. Ну ладно. Да кайф, ребят, что, все равно. Даже вот так погулять просто. Ну не просто по лесу там по пустому, да, а вот все равно в поисках грибов. Ну, сегодня вот боровичков. Потом еще, наверное, съезжу все-таки за красными. На днях сгоняю. Может, на моторе, на лодке сгоняю. Посмотрим, в общем. Рыбалки никакой. Наверное, как-нибудь попробуем до озера пробраться. На озере, я думаю, ну, все равно попроще будет. Посмотрим, в общем. Ладно. 5 минут перекур, ребят, и потопали. На горе, ребят, тоже тишина. Вот так вот. Блин, удивительно. В одном месте они есть, в другом месте их нету. Вот так, допустим, даже если едешь, да, прошелся здесь, посмотрел, боровиков нету, да и нету. А 500 метров вниз спустился, там они стоят. Блин, ну это, видите, тоже, ребята, тоже охота тихая.
За ними тоже надо ходить, бродить. Так что так, да. Ну ладно. Погнали до мотоцикла. Переезд будем делать. Так, ребят, ну что, поехали. По дороге надо тоже поглядывать, может грибы будут стоять. Так что быстро не поедем, потихоньку так посмотрим. Немножко охладимся. Тут немного переехать, в общем, и на месте будем. Там локация небольшая. Понятно, если пешком бы был, я бы не пошел. Но я на своем воронке. Обожаю этот мотоцикл. Хоть и старенький он у меня, ребят, но кайфую я от него. Вообще балдею. Вы если что тоже поглядывайте, ребят. Бывает потом пишут: Андрюха, на такой-то минуте пропустил. Реально смотрю и точно стоит. Ну, все грибы не собрать, ребят, я же говорю. Ладно. Сейчас вот низинка будет. Кстати, молодняк рябчика видел, ребята. Выводок. Красноголовочек, ребят, стоит. Здесь они попадаются, да. Здесь уже их место. Ладно, пока в корзинку. Сейчас вот перейти надо, болотце небольшое. И там борик маленький. Посмотрю, может там выскочили. Я до этого, когда ездил, заскакивал туда. Ничего там не было. Даже красноголовиков не было. Так что так. Сегодня, да, сегодня прям интересно. Прям сам удивился. Там есть, тут нету. От слова совсем. Еще вот красноголовичек стоит. Два, вот такие уже. Вот там еще один здоровый. Вон, ребят, видите. А вот тут малыши. Ох, красавцы. Какие. Красавцы, ребят, какие, смотрите. Вот. Ну это ладно. Сегодня прям боровики охота. За красноголовиками съездим, потом в другое место. А пока пошли болото пересечем. Вот такое болото здесь небольшое. И борик. Так, ладно, захожу, ребята. Ну, стоит сразу трухлявый боровик. Я когда-то вот в этом месте, ребят, вот честно вам скажу, даже вроде ролик есть, с женой мы были. Мы тоже зашли, там народ орут, там народ, ходят люди везде, бегают. Блин, говорю, туда пойдешь, там оттуда уже выходят, сюда идешь, там уже выходят или заходят. Ну, что-то так подсобрали мы. Вон еще, смотрю, тоже трухлявые, уже сгнили. Тоже сгнил, надо, да? Да. Вон еще один стоит. Вот этот, не знаю, сейчас посмотрим, ребята. Ну и в общем,
Давай, говорю, сюда быстренько забежим, говорю, сейчас посмотрим. Вот чистенькие красноголовики, ребят. За красными надо ехать. И, в общем, 47 штук здесь, ребят, на одной поляне. Корзина, короче. Уже все понятно. На одном месте корзину собрали и поехали домой. О. Ну, выходили, вон там, смотрю, стоит гнилой. Выходили тоже тут. Но это вот надо было ехать, получается, денька 4 назад. Они будут маленькие тут стояли. Возможно, и чистые. Чуть гремит еще, блин. Гроза обещалась. В этом году вообще страшные какие-то явления. Грозы, ребят, страшные. Ураганы, блин. Жесть, что творится. Ну, короче, ребят, не особо здесь. Были немножко, но вот все это. Все гнилое. За красноголовиками поедем на днях съездим. Пособираем. Ну я рад, ребят. Честно скажу, рад. Боровичков увидел. Хотя еще 2 месяца должны терпеть по боровикам. Ну, короче, ладно. Вся эта история. Пойдем, будем там еще походим и буду выходить. Так, друзья, ну что, короче, красноголовики с этой стороны море. Ну, это другая история. Это, ребятки, другая история. Че, на жареху в любом случае что-то насковыряем, там, наверное, по-любому. Что-то гроза будет сейчас, ребят. Я и говорю, парит, блин. Надо до грозы вернуться. Не хочу в дождь попадать. Опа. Так что так, ребят, такая охотка. Да, боровики в июне. В начале это, конечно, жесть. О, наш результат. Ни много ни мало, там половина, наверное, выкинется. Ну, как раз сковородочка, наверное, и будет. Так что, ребят, что, ходите в лес, любите природу, берегите. Это у нас, наверное, еще одно вот, что осталось, от чего можно получать кайф, удовольствие. Как-то так, ребят. А так, на днях съезжу, еще красных пособираем. Вот, ну и будем готовиться к поездке на озеро. Спасибо за лайк, ребята, за комментарий. Вот. Давайте поддерживать друг друга в наши тяжелые времена. Не проходить мимо, как говорится. Ну и берегите себя, ребят. Ну и своих близких обязательно. Полетели, он гремит. Сейчас, наверное, зарядит.